нужны шаблоны. Вот они у нас есть, такие шаблоны. Либо из плотной бумаги изготавливать такие шаблоны, либо из картона, как видите, шаблоны, имеющиеся у нас. И затем при помощи ручки, либо, конечно, было бы идеально, если бы ручка совпадала именно с тоном фетра. Но если такого может и не быть под рукой такой ручки, можно воспользоваться обыкновенной синей шариковой ручкой, но с тонкой пастой. Мы берем наши шаблоны и выводим на фетровой ткани, фетровой основе. Конечно же, как вы видите, уже из наших заготовок мы берем разноцветные фетровые куски, фетровую ткань и выводим сначала, да, ручкой по фетру. Выводим тщательно, и желательно, чтобы поверхность, на которой мы будем выводить эти шаблоны, была ровной. Выводим. И после того, как мы их вывели, я думаю, сложностей на этом этапе возникнуть не должно, как у взрослых, так и у детей. После этого мы должны вырезать то, что мы вывели. Для этого нужно взять, конечно же, хорошие острые ножницы. И, как, наверное, вы уже заметили, каждый из цвета, каждый из куска фетра, он разной толщины, разной текстуры. Взяли мы именно такие вариации фетра для того, чтобы наша игрушка была гармоничной, поскольку мы будем делать ее капельку объемной. Добавим вот такого, можно сказать, шарма. Вырезаем. Ну, вот у нас уже есть заготовки, не будем на это тратить время. Я думаю, все с этим справятся очень хорошо. Вот у нас самая большая заготовочка, туловище, овал для носика и мордочка нашего бычка. Все лишнее откладываем в сторону, шаблоны откладываем в сторону, а вот красный фетр нам еще понадобится для украшения, но это чуточку позже. Когда мы будем видеть перед собой уже готового бычка, то мы будем понимать, что мы будем вырезать из красного фетра. Быть может, это будет цветочек, быть может, кто-то захочет вырезать звездочку или сделать что-то более оригинальное. Но теперь снова обращаюсь к уже выполненной заготовке. Посмотрите, здесь у нас присутствует такой объемный элемент, мордочка у нас объемная, и также вы видите, что этот элемент мы пришили. Поэтому нам понадобится иголка и нитки в тон мордочки. В данном случае у нас темно-коричневые нитки и иголка с достаточно большим ушком. Прежде чем начать шить, да, все мы знаем, что нужно сделать петелечку, чтобы наша ниточка никуда не делась. И начинаем наши стежки. Пришиваем аккуратно, не спеша. Как раз-таки во время такой работы есть момент, минутка, чтобы пожелать что-то человеку, для которого этот бычок изготавливается. Вспомнить о чем-то хорошем. Всегда, когда мы вспоминаем о приятных мгновениях из нашей жизни, и в предмете это отражается
получается он особенно теплым, особенно ярким, праздничным. Хотя вы заметили, что даже сам материал, из которого мы делаем нашего бычка, он теплый, уютный, фетр, да? Так же, как этот праздник, Новый год. До конца пришивать не нужно, оставляем маленькое отверстие, часть, потому что мы будем забивать наполнителем и придавать объем нашему магнитику. Шов, который мы используем, называется иголка вперед, иголка вперед. Вот в чем минус таких иголок. Конечно, нужно прилагать больше усилий для того, чтобы делать стежки. Они не такие острые. Но ничего страшного. Вот мы оставили небольшое отверстие и начинаем набивать наполнителем мордочку нашего бычка. Наполнителя понадобится немного. Мы слегка обозначим. Вот, равнять можно при помощи палочки обыкновенной бамбуковой, либо карандаша или ручки, если таковой не имеется под рукой. Распределяем равномерно. Еще чуточку можем добавить. И, я думаю, будет достаточно. Затягиваем. С мордочкой мы завершили. Растягиваем, чтобы было ровно. И обратите внимание, нам еще предстоит обозначить носик, да? Носик нашего бычка. Делаем мы это при помощи этой же иголки с нитками. Намечаем серединку. Можно, конечно, это сделать карандашиком или ручкой, если кто-то не уверен в своих силах, да? Посерединке 2 палочки. Если же вы уверены в своем глазомере, то можно и на глаз. И ничего страшного, если вдруг вам покажется, что вы сделали не совсем ровно. Это же ручная работа, и тем ценнее будет то, что вы увидели это так и изготовили вашего бычка, вашу игрушечку именно таким образом. Так, а теперь мы можем уже делать петлю и завершать работу с иголкой. Такая мордочка у нас получилась. Если необходимо чуточку сравнять, убрать, да, ничего страшного, у нас есть под рукой ножницы. Вот такая мордочка у нас получилась. Теперь к этой мордочке не хватает глазок, да? Ну, на этом бычке у нас уже такие глазки, на таком бычке у нас такие глазки имеются, да? Будем, наверное, делать вот такие глазки, клеить. Глазки, кстати, тоже не очень дорогие, продаются они во всех магазинах рукоделия.
поэтому сложностей с их поиском тоже возникнуть не должно, особенно в крупных городах. Ну а для того, чтобы их приклеить, нам понадобится клей. Это либо момент, либо титан. Небольшое количество. Выдавливаем. И также используем вот такую палочку, чтобы не испачкать руки. Небольшое количество клея. И фиксируем наши глазки на бычке. С клеем работать нужно особенно аккуратно, чтобы ничего не испачкать вокруг, чтобы ручки не испачкать. Торопиться не нужно. Вот такая мордочка у нас получилась, возникла. Теперь последний этап – это туловище. Прежде чем соединить мордочку с туловищем, нам нужно посадить туловище на магнитную ленту. Если у кого-то нет магнитной ленты под рукой и нет возможности ее приобрести, то наверняка в вашем доме есть старые магнитики, которые вам уже надоели или они выцвели, и их пора выбрасывать. Да? Можно магнитик отделить от этого старого магнитика и просто присоединить к этой части фетровой игрушки. У нас же есть магнитная лента. Мы клеим нашу заготовку на магнитную ленту. И уже вместе с магнитной лентой мы будем вырезать нашу заготовку. Вот такое туловище, плотное достаточно, у нас получилось. И будьте уверены, очень хорошо будет фиксироваться на поверхности вашего холодильника. Затем к этому туловищу мы также при помощи клея будем клеить уже готовую мордочку нашего бычка. Здесь уже нужно побольше клея, и можно даже, наверное, выдавить таким образом по левому краю и фиксируем руками. Вот такой бычок у нас получается, но что-то не хватает, правда? А не хватает цветочка или, может, даже нескольких, которые мы будем вырезать уже из цветного фетра. Ну, либо мы можем сделать вот такое украшение из бисера, цветочек из бисера, который будет мерцать. Я думаю, бисер в небольшом количестве тоже в каждом доме можно найти. Либо какие-то бусины красивые, да, и украсить бычка, либо вот таким образом. Ну, либо как уже на наших заготовках, вот такими фетровыми цветочками. Да, пусть будет наш бычок из фетра весь. Здесь уже не нужны шаблоны. Цветочки мы вырезаем в свободной форме.
клеим при помощи клея. Так, вот сюда тебя приклеим. Вот такой бычок получился у нас на нашем мастер-классе. Я думаю, несложно, и если преподнести в подарок своим близким такого бычка, они будут очень рады. Что касается старых магнитов, посмотрите, как это может выглядеть. Тоже неплохо, да? Но если вы будете крепить магнитик не на все туловище бычка, то в таком случае нужно выбирать более плотный фетр, чтобы он держал форму. То есть в данном случае у нас фетр более тонкий, и всю поверхность мы покрыли такой магнитной лентой. В случае, если у вас будет маленький магнитик, кругленький, то можно выбирать фетр поплотнее. Итак, наш мастер-класс подошел к концу. Вы видите продукт нашего мастер-класса, и я благодарю вас за внимание и надеюсь, что он был для вас интересен и будет полезен. И в свою очередь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы этот год принес каждому человеку то, что он очень сильно желает и хочет видеть в своей жизни. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.